Советник президента по цифровизации и инновационным технологиям Багдат Мусин предложил перевести тенге в цифровой формат и отслеживать передвижение валюты. По его словам, это избавит Казахстан от коррупции. В госзакупках есть проблема с обналичиванием. Когда госзакупки выигрывают, через некоторое время происходит обналичивание. Должен быть цифровой аналог тенге. Если, допустим, на строительство моста выделили 3 миллиарда, то мы эти 3 миллиарда тенге до конца строительства будем видеть в системе на мониторе. Каждый тенге будет оцифрован, и можно будет видеть, куда его потратили, рассказал Мусин на брифинге в антикоррупционной службе. По его словам, цифровой тенге похож на биткоин, но намного проще. Биткоин сложно реализовать, потому что там используются шифрации, децентрализованные базы данных, там очень хорошая технология. Но мы должны оттуда взять только то, что нам полезно. Биткоин построен на системе блокчейн. А что такое блокчейн? Это постоянная запись передвижения. И из 3 миллиардов тенге на мост мы будем видеть, столько он на кирпичи потратил, столько на зарплаты. И в режиме реального времени вы будете видеть, как эти деньги осваиваются. Если такой инструмент предложить, я думаю, во многом можно было бы избежать тех вещей, коррупционных преступлений, которые сегодня происходят. Люди должны будут понять, что обмануть это невозможно. Надо просто смириться и работать по закону, пояснил Мусин. По его словам, реализовать этот проект возможно за 2-3 года. Но есть проще способ, который можно за год реализовать. Это надо садиться с банками второго уровня, с Нацбанком разговаривать. Алжас Худайбергенов, советник президента по экономическим вопросам, поддерживает такой подход. Есть несколько людей в администрации президента, мы обсуждаем. Нельзя сказать, что это будет однозначно, но в любом случае цифровизация на повестке дня, и мы никуда не уйдем от нее. Почему бы не заниматься этим сейчас, добавил Багдат Мусин.